насколько вы сейчас себя ощущаете? Ой, вообще. Мама, да я никогда не смогу быть таким сильным, как вы. Тетя Таня, выбери меня сегодня. Да. Упала на колени, и 2 часа я молилась и молилась. Нет, нет. I'm an introvert, but man, this weather's got me hosting. All the best in life for free. Why not me? Why not me? Сегодня у нас замечательная женщина, суперпрофессионалом. Мы говорим, добрейшая доктор Таня, это Татьяна Ни. Кто вы, Татьяна? Я женщина. И последние годы понимаю все больше и больше, что я настоящая женщина, которая очень счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом, и меня окружают прекрасные люди, в том числе мои чудесные дети. Миром правит что? Искренность. Искренность? Что-нибудь еще? Смелость, любовь, честность. Это ваши коньки. Это ваши сильные стороны. Я стараюсь следовать своим принципам. Да, для меня это очень важные вещи. Это трудно придерживаться этих ценностей вот в наше настоящее время, вот в жизни? Как у вас это получается? Дело привычки. Дело привычки. Угу. Привычка — это естественное, что исходит от тебя. Если ты настоящий и ненавидишь двойные стандарты или маски, ты сам себе это будешь ненавидеть. Поэтому ты будешь настоящим, как бы ни было. Когда есть преодоление, и ты чувствуешь, как ты растешь, это круто. И никогда возраст не является определяющим, что пора остановиться. Нет. Это вещи, в которых надо возрастать. Это труд, но ты счастлив, когда ты не противоречишь сам себе и живешь в мире с самим собой. Вот вы про возраст сказали, насколько вы сейчас себя ощущаете? Ой, вообще, порой на 18, но иногда на 20. Мне 43. Ну, у вас есть и девочки, есть и мальчики есть. С кем сложнее, с мальчиками или с девочками? Нет разницы. Нет разницы. Вообще. Всегда надо помнить, что поступки громче, чем слова. Воспитывать ребенка правилами, сводом правил не работает. Только твоя страсть к жизни, как ты хочешь, чтобы твои дети поступали, поступай сам так. Но я всегда говорила детям, вы, ребят, я сильнее родителей своих, потому что через поколение мы приобретаем силу. Моя бабушка вложила в меня очень много, родители. Но вы никогда не должны забывать о тех наших родственниках, которые были до нас, плюс мы. При этом Паша говорил, мама, да я никогда не смогу быть таким сильным, как вы. Я говорю, сынок, ты уже сильнее. В твои годы я никогда не мечтала о таком. Но для меня ты пример. И очень важно уважать детей, потому что как личности они удивительны, каждый по-своему. Поэтому наши дети неповторимы. И даже если ты в свете своего опыта видишь, что ребенок ошибается, конечно, я Пашу не спрашивала, но я могу рассказать один пример. Однажды ему было 16 лет. Он посадил нас с папой, с его папой, и сказал, я обещал вам, дорогие мои мама и папа, что когда у меня будут серьезные отношения с девушкой, первым я расскажу вам. За месяц до этой встречи я была наслышана о девушке одной. Мое сердце забилось очень часто, я подумала, неужели это она? Она была старше его, у нее различные были ситуации. И общее представление у меня лично было отрицательное. Когда сказал это Паша, что я встретил будущую маму моих детей, в 16 лет он это сказал, я
Я смотрю на него и думаю, вот что я должна сказать? Просто основание — это любовь, принятие, уважение. Он договорил до конца, какая она замечательная. И я сказала: сынок, я так счастлива, что в твоей жизни есть эти чувства. Не каждому дано испытать первую любовь. И я очень уважаю твой выбор. Но ты знал, что у меня есть информация, ну, я делилась с ним. Он: да, я очень за это переживала. Я говорю: поверь, для меня твои чувства и твое сердце важнее любой информации, которая была до. Я мечтаю с ней познакомиться. Я так хочу узнать ее лучше. Самое главное — быть готов бороться за любовь и быть верным. Обняла его, ушла в комнату, упала на колени, и 2 часа я молилась, и молилась, и молилась. Через 4 месяца они расстались. Но я поняла, что стена не возникла. И его искренности, он понял, что он всегда будет принят, потому что сердце родителей, оно такое, оно принимает в любой ситуации и готово поддержать. Все внутри кричало: нет, нет! Но я старалась не просто врать, я была искренен. Я хотела, чтобы он понял, как сильно я люблю его, и я в любом случае приму любой его выбор. Если я вас правильно понял, что у вас нет правил с детьми, вы не устанавливаете правила какие-то, я правильно это понял? Принципы не прописаны, они не постулаты, не лозунги. С лозунгами невозможно воспитать ребенка. Лозунги не работают. Работают поступки. Если ты дал обещание, ты обязательно должен его исполнить. Если ты говоришь что-то, не лги, и тогда ребенок не будет лгать. У вас прекрасная клиника, к вам очень трудно записаться, у вас огромная очередь, и вы работаете рано утром, начинаете, заканчиваете поздно вечером, и иногда даже без выходных. Вот. Что для вас это ваша работа? У врачей так. Мы должны быть чуткими к боли и быть сострадательными к людям. Если человек нуждается в помощи, а зубная боль – одна из самых доминантных болей в организме человека, самых сильных болей, ты не можешь быть равнодушным. Это кайф помогать. Да. У нас, по-моему, насколько я знаю, в Бишкеке очень ценят и славятся наши стоматологи. Или это было раньше так, а сейчас нет? На самом деле, я думаю, что врачи местные просто не экономят на образовании. Они не останавливаются, постоянно учатся. И учатся не в Кыргызстане. База медакадемии оставляет желать лучшего. Это проблема, но если доктор желает развиваться, он всегда найдет путь в Кыргызстане для своего уровня и затем будет дальше и дальше расти. Если ты хочешь стать врачом, ты должен быть готов учиться всю свою жизнь. 100% вашего времени возьмем, которое вы проводите на работе. Вы из этого 100% времени сколько времени направляете на подготовку там, новых кадров, помощников, кого-то там стажируете? Сколько времени занимает? На работе всегда за спиной стоит ординатор. Постоянно это? То есть это постоянный процесс, кого-то вы обучаете каждый у нас день? Постоянно. Мы не обучаем лекционно, практически. И, конечно, мы разговариваем, они задают вопросы. Но к нам не так просто попасть на стажировку, потому что слишком много нужно иметь человеческих качеств. То есть для вас в первую очередь, сейчас же у нас много же выходит, это человеческие качества? Конечно, однозначно. Научиться
работать всегда можно, если есть То есть желание. доктор — это не просто навыки разбираться там и что такое. Это, то есть для вас первично все-таки человеческие качества специалиста, да? Характер, разумеется. Даже если человек хочет пройти стажировку и поговорить со мной, он точно понимает, это не для него. Конечно. То есть вы даете понять, или вы прямо даете какой-то фидбэк? Или как? Нет, я говорю, если ты хочешь быть учеником, ты не можешь опоздать. После меня прийти на работу ты не можешь. Люди, которые самоотверженно работают, я им очень благодарна, они работают не для показухи, не под камерами. Вы как-то с ними просто беседуете, вы же не просто, наверное, обучаете каким-то делам стоматологическим, но еще просто по жизни тоже, получается, вы как ментор становитесь, наставник? Да, и у нас остаются и сохраняются отношения на долгие годы. Я их очень всех люблю. Я знаю, что вы ежегодно с командой, по-моему, не одна, вы выезжаете в регионы, и сколько там, неделя, 2 недели? Неделю. Неделю, да? Это каждый год 1 неделя, да? 4 поездки в год. 4 поездки в год, то есть 4 недели в год. 4 недели, это мой отпуск, да. А, вы отпуск вы проводите в регионах, я, насколько знаю, вы делаете бесплатно, лечите зубы нашим сельчанам, по сути. В основном это детские дома или интернаты, первые 2-3 дня. И последующие 3 дня это население, да. То есть это какие области в основном вы ездили? Или это разные, все области, да? Да, очень Вау. рад. И сколько лет вы этим уже занимаетесь? Наверное, лет 15. 15 лет. Мгм. Вау, это круто. Все источники внутри нас. И если мы слышим себя, используем это, оно растет и растет, и ты ничего с этим сделать не можешь. Чем больше ты отдаешь, тем больше его становится внутри. И когда я сюда ехала, я думала, будет речь о маме. И думаю, я мама 3 детей. Но вот если по-честному, мне уже очень много лет кажется, и почти я уверена, что я мама не 3 детей, что я могу быть мамой наций, народов. Я не знаю, и это, я не хочу это выпячивать сейчас наружу, я просто ничего с этим не могу поделать, потому что мы все способны на это. И если мы становимся отцами и матерями для нового поколения, тогда мы ожидаем силу и мощь от них. Тогда мы увидим колоссальные плоды, о чем мы даже не могли мечтать или помыслить. И поэтому я хочу жить в этой стране, я хочу ездить по регионам, я хочу раздавать, потому что это меня окрыляет, потому что это меня делает невероятно счастливой. Я люблю радоваться, удивляться, и я очень люблю людей. Особенно, правда, деток, когда они в фойе сидят и кричат: «Тетя Таня, выбери меня сегодня!» Да. Когда ждут приема. Это ни с чем не сравнить вообще. Вот вы такой человек дающий. Вы классно сказали, что я могу быть мамой нации, планеты. Круто. Я очень счастлив, что с вами знаком. Спасибо вам большое за ваше время. Это было потрясающе. Спасибо большое. Спасибо вам. Классно. Классно. Здорово. Супер.